Добрый день, уважаемый Аглет. Спасибо, что пришли к нам в студию. Недавно вы побывали в США. Какие у вас впечатления? Очень хорошие впечатления. По праву называют ее держава, действительно. Хорошие возможности, интересные люди, улыбчивые. Та страна, где очень приятно путешествовать. Жить я не знаю, но судя по тому, что как живут наши кыргызстанцы, им комфортно. Хорошо. Вы еще встретились с кыргызскими программистами. Как у них дела? У них замечательные дела. На самом деле наши ребята хорошую нишу занимают там. С кем я делал выпуски, это люди, которые работают в крупных компаниях. Эти компании мировые, такие как Meta, Google. Вот. И эти ребята не просто работают, ну там, так сказать, на мелких каких-то позициях. Они занимают достаточно хорошие умственные, можно сказать, позиции, где нужно очень хорошо думать. И эти ребята в свое время были достаточно хороших вузов выпускники. Замечательные, умные ребята из Кыргызстана, которые продвигают и нас тоже, рассказывают о наших странах. И люди, которые там работают, все чаще и чаще слышат, что кыргызстанцы постепенно начинают заполнять эти крутые компании, и их достаточно много там. И вы были горды, наверняка. Я очень был горд, и это, то есть, когда там говорят, допустим, один человек работает в Google, нет, их очень много. Даже порой я выбирал таких ребят, у которых еще не брали интервью, потому что достаточно много ребят, которые уже дали с гордостью эти интервью, рассказали о себе, что вот мы такие ребята, которые работаем в мировых компаниях, с гордостью, можно сказать. В общем, я был счастлив даже побывать в Силиконовой долине. Там классно, там атмосфера совсем иная. Хорошо. Свободная такая. Спасибо. И еще вы, наверное, прославились тем, что вы часто рассказываете о еде, да? Вот. Да. И вы, наверное, первый кыргызский мукбанг-блогер, который рассказывает так сочно, вкусно рассказывает вот, о кулинарии. И вообще, какая еда для вас стала новой и неожиданной? Где именно? В целом? Да, в целом, да. В целом, новое, неожиданное. Ну, честно, такой нет еды прям неожиданной. Но есть, наверное, блюда, которые как-то по-новому подают. Вот. И я для себя открыл американский завтрак. Это очень плотный, сытный завтрак, чем-то даже похож на кыргызский завтрак, потому что мы, кыргызы, завтракаем довольно-таки плотно. Мы можем поесть вчерашний бешбармак стоя с мясом, да, с утра. Вот американцы это такие же, как и кыргызы, могут плотно с утра позавтракать мясом. И для меня это было очень интересно. Даже, можно сказать, я специально сделал обзор, как завтракают американцы. Это очень ранний завтрак, это 8 утра. Идут специально, у них такая есть традиция семейная. Вот если мы собираемся с семьей вечером на ужин, где-то в кафе, в ресторане, позвав всю семью, они зовут семью на завтрак. Вот у них такая вот традиция. Но это в субботу-воскресенье они всей семьей выходят на завтраки, в 8 утра сидят за столом, о чем-то разговаривают, на эмоциях, без телефонов. В общем, очень интересно. Мукбанг-контент — это все-таки задуманный проект или это как-то неожиданно все началось? Это неожиданно все началось во время, перед пандемией. Я увидел ТикТок, но я не назову, как вы, я его выговорить не могу, это мукбанг. Да, я не назову его так, наверное, скорее всего, я его больше назову как гедонист, человек, который любит вкусную еду, и в целом по жизни я обожаю так поесть вкусно, да, просто и вкусно. Так вот, это все началось до того, как
началась вот эта вся депрессия домашняя, я сидел дома, и когда я узнал, что есть такая социальная сеть, как ТикТок, я сидел, думал, что бы туда заливать, что-то новое. Я как блогер должен осваивать и новые социальные сети, там, где сидит молодежь, потому что все-таки они активные. И выбрав ТикТок, я посмотрел, там все танцуют. Я подумал, у меня не получится это все сделать, станцевать, что-то надо новое придумать. И я придумал такое что-то связанное с едой. Это мое любимое дело, оно ежедневно происходит со мной. Там я где-то в кафе сижу, ем вкусную еду, думаю, ну, если у меня под рукой уже есть контент, почему бы его не обозревать? И я начал просто обозревать. Сейчас, на самом деле, в Бишкеке меня ассоциируют с едой через ТикТок. Вот. Еда, фудблог, путешествия, и вот это все связано. Я могу сказать, оказывается, я довольно-таки стал популярен через ТикТок. Неожиданно. 6 лет занимался Ютубом, делал выпуски, менял какие-то форматы, а тут бац, за 1 год сделать такой, как бы, не знаю, рывок, можно сказать. То есть вы не ожидали, что он станет настолько популярным, да? Нет, он настолько популярен, ТикТок, что я сейчас этой социальной сети выделяю 50% внимания, потому что у меня еще есть YouTube и Instagram. Так вот, чтобы вы понимали, Инстаграму и Ютубу я по 25% выделяю. А ТикТоку я все 50% выделяю времени для того, чтобы быть постоянно в рекомендациях. Вот так. Там тоже своя есть система, там нельзя ни один день пропускать, это работа. И вот кто думает, что мы, блогеры, только ходим и рекламируем, нет, там столько работы, чтобы вы понимали, я от одной встречи к другой бегаю. Сейчас с вами встретился, а до вас еще было у меня несколько встреч, и это все связано с социальными сетями. Либо это рекламодатели, либо это просто встречи о контенте, либо если у меня заканчивается контент, я должен его создать, и я хожу, ищу этот контент. Вот, допустим, элементарно вчера сидел, думал, должна была быть встреча, и у меня до встречи оставалось 15 минут. Я пришел пораньше. У меня есть 15 минут, я думаю, ну, что бы сделать интересного? У меня всегда, вот в свободное время я сижу, думаю о контенте. И я смотрю, книжная лавка. Я захожу в книжную лавку, ищу студентов. Думаю, сейчас найду студента, и вот подарю ему книжку. Вот я с политехнического 2 девушки были, я их встретил, я говорю, а не хотите бесплатную книжку? Просто от души. Они говорят, да, хотим. Одна говорит, на вас подписана. Я говорю, все, если не против, я это сниму, потому что добро должно распространяться. И мы должны вирусить такие ролики. Вот. И я считаю, что в основном мой контент добрый контент, и добротой будем брать, нежели негативом. Хорошо. Все каналы удалось монетизировать? Да, все каналы. Отлично. Все 3 канала, ну, все 3 социальные сети, они какая-то меньше, какая-то больше, но она монетизируется, да. Одному СМИ вы сказали, что хотели бы взять интервью у Илона Маска и Моники Белуччи. Какой вопрос вы хотели бы им задать? Ну, Илон Маск, это было интересно, конечно. Вы представляете, если я с ним встречусь, я не знаю даже, что бы я бы ему задал, но... Илон Маск. Давай сфотаемся, все. На самом деле к этому надо готовиться. Вот. Ну, обрати внимание на Кыргызстан. Вот так. Я бы даже ему не вопрос задал, а я бы ему такой совет дал бы. Обрати внимание на Кыргызстан, островок демократии в Центральной Азии. Может быть, он бы сделал бы какой-то жест для нас. Это человек меценат, миллиардер. Я не в плане денег, а в плане, если он обратит внимание, все-таки компания-то крупная, может быть, совместно с такой крутой
компания, мы бы могли бы быть в Центральной Азии хабом каким-нибудь, кто его знает, да? Здорово. А Моники Белуччи? Моника Белуччи, я бы ей просто сделал бы комплимент и сказал: вы шикарно выглядите, оставайтесь такой же, вот, и тоже фоточку попросил бы сфотографироваться. То есть вам она очень нравится? Ну, это, скорее всего, нашего все поколения, люди, которые, можно сказать, выросли и смотрели ее фильмы. Это, наверное, такой эталон красоты, который, скорее всего, понравится и азиатам, и европейцам, и, можно сказать, всему миру. Какой фильм с ее участием вам нравится? Да, очень интересный фильм, конечно. Он такой взрослый, достаточно хороший, но я считаю его действительно легендарным фильмом. «Малена». «Малена». Классика. Классика, да, классика. А вы много путешествуете. Какая страна или местность оставила самые яркие впечатления? Яркие впечатления оставляют страны с теплым климатом, потому что я мерзляк в целом. И при путешествии, если ветер дует, и ты в куртке и в шапке, вот представьте, 70% эмоций сразу теряется. А охота гулять при теплой температуре. И это страны, такие как Португалия, Италия, Испания, Каталония. Ну, Каталония, конечно, Испания, но сами каталонцы все-таки хотят быть отдельно. Вот. Ну, город Барселона, я думаю, это город, где все есть. Это вкусная еда, это добрые люди, это пляж и замечательный климат. И архитектура очень красивая, и Барселона похожа чем-то на Бишкек, потому что она расположена около горной местности. У них очень такие, конечно, холмы, не как у нас, но и у нас тоже, в принципе, можно сделать Барселону из Бишкека. Вот ваш канал называется «Вечерний Бишкек». Может быть, когда-нибудь придут замечательные новые ребята, которые бы смогли бы найти какие-то инвестиции и сделали бы около бишкекскую эрию, вот эту, там, где, допустим, Ортосай, Чоңарык и Панорама, такую, знаете, панорамное место, куда бы мы могли как называется на фуникулере подниматься, проводить время. Если там будут кофейни, то это вообще замечательно. Если там будут такие места, как прогулочные, вообще там очень красиво у нас в горах. Вот не хватает такого, как в Барселоне. Далеко не надо идти, как в Алмате, как тебе. Да это все возможно. Нужны инвестиции. Пока что у мэрии нету денег. Понимаю, но, возможно, найдутся люди, которые найдут эти деньги. Может быть, не у нас, а где-то в других странах, и инвестируют все-таки. За короткое время вы стали узнаваемой персоной. Как вы думаете, в чем заключается ваш успех? И с какими сложностями вам пришлось столкнуться в начале карьеры? Вот, когда говорят за короткое время, мне так обидно, ведь уже 7-й год пошел. Я на самом деле около 4 лет моего блогинга занимался тем, что я люблю, и продолжаю этим заниматься, но 4 года он не сильно так был успешен. Это вот последние пару лет, скорее всего, он, можно сказать, выстрелил, если так грубо говоря. А в целом 7-й год пошел, это не короткий срок, это довольно-таки длинный срок для блогеров, потому что многие блогеры, которые начинали, 1-2 год они забрасывали это все. YouTube-канал требует времени и стабильности. Я человек стабильный, и я человек, который, если начинаю это дело, я заканчиваю. Но я продолжаю это дело, и, можно сказать, фанат своего дела. И в блогинге только фанаты выживают, в плане остаются на плаву. Если человек в блогинг приходит для того, чтобы заработать деньги, я думаю, это уже сразу, можно сказать,
большой минус для этого человека, потому что он быстро может надоесть человеку, который тебя смотрит, потому что он будет как-то это проявлять больше с коммерческой стороны. Фанатизм и умение чувствовать аудиторию — это совсем другое. Нужно понимать, что люди хотят, нужно давать это им и, естественно, стараться еще давать не только то, что нужно, а еще немножко, и, грубо говоря, фильтровать все, что ты делаешь, потому что тебя смотрят и малое поколение, детки смотрят. Я не ожидал, что меня смотрят и дети. Вот. И когда я узнал, когда ко мне подходят школьники, им по 10 лет, и они говорят, мы вас смотрим, я понимаю, осознаю, что у меня большая ответственность, что я в целом вещаю. И не дай бог я что-то не то скажу или как-то их направлю в другое русло. Они же все повторяют. Вот. И я стараюсь как-то это их, себя, вернее, более-менее все, что я вещаю, контролировать, смотреть и быть примером. Вот. Надеюсь, я пример для молодого поколения. Надеюсь. И второй вопрос какой был? С какими я сталкивался? Да, с какими сложностями? Видите, я болтун. Сложностями очень много было сложностей. У меня не было оборудования в начале. Я только ушел с работы. Я до того, как уйти с работы, я уже хотел заниматься блогингом. Так вот, я ушел с работы и начал заниматься блогингом. Параллельно я начал развивать небольшой свой бизнес, хотя бы для того, чтобы первое время как-то, не первое время, а зарабатывать и заниматься своим любимым делом. Вот у меня это получилось. Это дело мне приносило определенную прибыль. Я на нее жил, но я не мог на эту прибыль приобретать дорогущие аппараты. Вот у вас сейчас стоит, вот, допустим, Sony оборудование. Я знаю, насколько стоит, оно не дешевое. Вот, и свет не дешевый, петлички не дешевые. Так вот, я, наверное, первые 2-3 года точно ходил с обычным фотоаппаратом, который дома лежал, и у меня не было никакой стабилизации, никакого толком звука. Наверное, скорее всего, я вот по технике страдал первое время. Может быть, я еще не верил, что надо вкладываться, но при уже создании контента мне начинали уже мои подписчики писать, что у тебя страдает стабилизация, у тебя страдает звук, и ты вот год слушаешь, 2, и ты уже понимаешь, не, ну надо, давай с семейного бюджета я выкарабкаю какие-то деньги. Не то, что семейного бюджета. Скорее всего, я как-то еще не верил в это, что надо уже вкладывать. Но когда уже поверил, деньги были. Когда я уже поверил, я такой, ну, теперь можно, в принципе, вкладывать деньги. И я начал уже на 2-й год, может быть, или на 3-й, я не помню, я уже что-то приобрел, поменял. Потом все лучше и лучше. И вот так пришли к тому, что сейчас уже есть определенное оборудование, которое достаточно для съемок YouTube. Все есть для того, чтобы снимать. Можно сказать, что вы, получается, все с нуля, да, начинали, и вы помните свои первые контенты? Я могу сказать дату, время и день. Это день, замечательный день в Кыргызстане, День независимости, 31 августа. Врун, да? Все, я помню. 31 августа, это обед, это 2016 год. Замечательный день, праздничный день был, настроение хорошее. Я выехал из дома со своей супругой, взял свою камеру. Я год думал начать свой блог. Год. С 15 года по 16. И вот в этот замечательный день, в День независимости, я все-таки решился, взял эту камеру, зарегистрировался где-то 3-4 дня назад, где-то там 26 августа зарегистрировал и выжидал праздника. И думаю, пойду на праздник на Южные ворота и сниму, что у нас происходит на Южных воротах. Вот 31-го пошел с камерой. Это было нечто. Я себя не снимал. От себя снимал, получается, от первого лица. И так я где-то год, наверное, ходил. Я уже не помню, год или сколько, но я себя не показывал. Стеснялся. Если вы посмотрите самый первый выпуск, все трясется, разговариваю очень медленно,
стесняясь, видимо, как-то так. Я сейчас тоже медленно разговариваю, на самом деле я жутко энергичный. Но такое интервью, где я как-то стараюсь как-то так медленно, а так я такой весь эмоциональный. Но я не был таким. Ваши первые кадры, они вам дороги? Очень дорогие, я не удаляю ни одно видео. Я же как раз снимал о Бишкеке, чтобы вы понимали, что меняется в Бишкеке. У меня есть даже видео замечательной гостиницы Исыкуль. Сейчас скажу, это по Белинке. Ну, все знают, да, которые сейчас уже нет. Так вот, я недавно узнал, что уже все там пусто. И вот у меня теперь в архиве есть эта замечательная гостиница. Я снимал ее с дрона. Вот, и она осталась на память. И у меня на YouTube-канале, кто будет, вырастут уже, скорее всего, наши школьники, и мы будем им показывать. На этом месте вот такая вот интересная гостиница была. И архивных у меня очень много кадров, как менялся Бишкек. То есть, если взять верхнюю часть южной магистрали, у меня есть кадры, когда там не было вот этой всей чудесной застройки всей. Там был пустырь. Вот классно, за эти 6 лет у меня накопилось очень много архивов. Ну, за 3 года, потом я поменял контент немножко. За 3 года я так чуть понаснимал наш любимый Бишкек. Так что у меня в архиве. Это еще архив. Они мне очень дорогие. Даже если там я не умел как-то говорить, снимать, но это только опыт. С опытом приходит. Сейчас я уже вообще с легкостью начинаю все свои съемки. Вот, и считаю, что если кто-то хочет начинать свой блог, это только тренировки. Говорить на камеру это не так легко. Нужно время и тренировочки такие небольшие. Все приходит с опытом, да? Да, все приходит с опытом. Вот с кем в тандеме вы хотели бы провести свою одну передачу? Или несколько? Но это должен быть человек, который, скорее всего, понимал бы и поддержал бы мои шутки. Вот. Я, честно, не хочу никого обидеть, потому что я дружу со всеми. Вот. Ну, пускай это будет человек с юмором, и он должен подхватывать мои шутки и добивать, можно сказать. Вот с таким человеком будет мне комфортно создать какой-то контент. Назвать я такого человека не буду, но в моем окружении таких очень много ребят, потому что обидятся. Мы вас увидим с кем-нибудь в тандеме? Да, скорее всего, возможно. В будущем, да? В будущем, да. Хорошо. А какие проекты вы хотели бы еще реализовать? В ближайшее время я, скорее всего, продолжаю свой проект объезжать по миру, встречаться с нашими кыргызстанцами, которые проживают по всему миру. Нас много, и, можно сказать, мы по всему миру. Вот. Будем встречаться не только с успешными, прям, которые работают в крупных компаниях, но и с ребятами, которые тоже определенную нишу. То есть я не делю людей, там, ты успешный, они все успешны. Нет такого, чтобы кто-то не успешен. Буду со всеми встречаться, с работягами нашими. Вот. Очень хочу в Южную Корею съездить, там большое количество наших ребят. Вот. Моя цель не показывать, что мы должны мигрировать. Моя цель встретиться с нашими ребятами, поднять им настроение, встретиться с ними, отснять про них, что вот такие тоже ребята есть. Но я всегда, есть такая мораль, что на родине вас ждут. Я не имею права им говорить «возвращайтесь», но я стараюсь сделать так, чтобы это была временная миграция. Абсолютно время. Пока молодые, я всегда говорю, пока молодые, надо выезжать, смотреть мир, зарабатывать и возвращаться на родину и продвигать наш любимый Кыргызстан для того, чтобы вот вы набрали этот опыт там, возвращайтесь, как-то внедряйте. Вот. И моя цель сделать так, чтобы они с радостью вернулись как-то на родину. И
тому пример я сам. Я никуда не собираюсь уезжать. Но я понимаю людей, которые уехали. Это абсолютно такая вещь понятливая. И я это все понимаю. Я даже им желаю, чтобы они нашли себя там. Ну, было бы здорово, конечно, чтобы Не вернулись, да? вернулись и жили у себя на родине. Спасибо вам за классное интервью. Удачи вам. Надеемся увидеть... Ой, господи, ну ладно. Вам спасибо. Это самое короткое интервью было. А вот не вырежайте это, как мы смеялись. Все? Да, нет, надо сфоткаться. Прощалку делаем еще раз? Нет, шумя Все, да?